Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Посвященная памяти первого президента Абхазии, отчетная научно-практическая конференция начала свою работу в Агу. В Союз профессионалов в Сухуми прошла презентация Ассоциации силовых ведомств. Искусственный интеллект в помощь журналисту, тренинг для редакторов, журналистов и СММ-специалистов Спутник Абхазия. Начнем с внешней политики. Республика Абхазия в очередной раз обращается с призывом к Грузии отказаться от конфронтационной риторики, подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и начать новый этап конструктивного диалога, учитывающего политические и правовые реалии, сформированные после конфликтов 92, 93 и 2008 годов. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии касательно заявления Агентства гражданской авиации Грузии о намерении добиться запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в аэропорт города Сухум. В нем также отмечается, вместо прагматичного подхода, направленного на урегулирование взаимоотношений, грузинские власти продолжают делать шаблонные, политически ангажированные и оторванные от реальности заявления, которые уже набили оскомину и лишь создают дополнительную напряженность. Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер. Конец цитаты. В Абхазии стартовали первые реставрационные работы памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в рамках программы Российского фонда президентских грантов. Как сообщает «Спутник», в селе Мачара активно восстанавливают памятники участникам Великой Отечественной войны. Территорию очищают от мусора и растительности, ведется реставрация мемориалов, заменяют утраченные элементы и разрушенные плиты. Работы идут полным ходом, чтобы вернуть памятникам достойный вид и сохранить память о героях. Глава села Денис Хаджимба рассказала о проводимых работах и подготовке к празднованию 80-летия Победы. По его словам, на уже выделенной территории планируется возведение аллеи, где в последующем будет установлена стела в честь участников Великой Отечественной войны. Напомним, что в конце февраля село получило финансирование от Российского фонда президентских грантов. По этой программе реконструкция памятников Великой Отечественной войны проходит по всей Абхазии. Финансирование помогает восстанавливать мемориальные комплексы и благоустраивать прилегающие территории в память о погибших в годы войны. Посвященная памяти первого президента Абхазии отчетная научно-практическая конференция начала свою работу в Абхазском государственном университете. В рамках традиционно масштабного мероприятия профессорско-преподавательский состав и гости заслушивают доклады коллег из самых разных дисциплин и областей и подводят итоги работы за минувший год. Подробности у Рады Чачава. Открывая пленарное заседание, ректор АГУ, доктор физико-математических наук, академик РАЭН Олег Угварами тепло поприветствовал собравшихся. Прежде всего, ректор подчеркнул, что все мероприятия, которые будут проводиться в Национальном университете в текущем году, включая сегодняшнюю конференцию, будут посвящены памяти первого президента Абхазии Владислава Ардимба. Сегодня, когда отмечается 80-летие Владислава, мы, я считаю, достойно встречаем эту годовщину. Потому что в прошлом году мы создали Центр науки и образования Московского университета. В этом году будет создана школа МГИМО при Абхазском университете. Наши студенты и преподаватели, историки в прошлом году ездили в Турцию по местам, где Владислав Григорьевич проводил свои исследования. В итоговой конференции принимают участие преподаватели университета, научные сотрудники, студенты, аспиранты и молодые ученые, отметил Олег Угварами. Помимо этого, он кратко рассказал о работе университета в 2024 году и подчеркнул, что главный вуз страны стабильно развивается на протяжении всех послевоенных лет. Университет
несмотря на все сложности, развивается. Новые факультеты, новые кафедры. Конечно, не хватает очень многого еще. Не хватает научно-исследовательских лабораторий. Но в этом плане нам помогают. Сразу после войны начали эту помощь институты Академии наук Абхазии. Совсем недавно около 80 студентов были в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Детальный отчет о работе нацуниверситета в 2024 году представила собравшимся проректор по научной работе, доктор филологических наук Джульетта Адлиба, а кандидат исторических наук Джамбул Инджге зачитал доклад, посвященный патриарху абхазской литературы, ученому и просветителю Дмитрию Гулия. Кадастру и зонированию земель в Абхазии был посвящен доклад доктора сельскохозяйственных наук Тимура Шалова, который в ходе выступления подчеркнул, что в соседней России последние 10 лет в кадастровой политике отходят от деления земель по категориям. Эксперты предлагают использовать схему территориальных зон. Имеет смысл в Абхазии уже задуматься о том, чтобы рассматривать при создании, формировании современного земельного кадастра Абхазии не тот старый действующий подход в России, который по категориям, а то, что планируется и будет внедрено в ближайшее время на территориальные зоны. Замена категории на территориальные зоны и 3 уровня. Наверху земли сельскохозяйственного назначения, которые переходят в зоны сельскохозяйственного назначения, в середине конуса виды угодий и основание конуса виды разрешенного использования, которые по классификатору делятся и конкретизируются по разным видам использования, как для земель сельскохозяйственного назначения, так и для иных категорий. По мнению Тимура Шалова, подобный подход вкупе с контролем над исполнением всех нормативов необходим. Новый подход для категории для земель жилой зоны, когда при зонировании земель строго определяется, какой вид разрешенного использования, вплоть до того, какая этажность домов должна быть в видах разрешенного использования. То есть или малоэтажная застройка, индивидуальная жилая, среднеэтажная застройка или многоэтажная. Это очень важно, поскольку при намечающемся у нас в стране возможных включении крупных инвестиционных проектов очень важно соблюдать принципы территориального зонирования и сохранения архитектурного облика городов, чтобы на месте 2-3-этажных или 4-этажных исторических зданий не возникли 15-20-этажные башни. Если эти законы будут готовы у нас к тому времени, как пойдут большие деньги, они наверняка пойдут, то можно какие-то ограничения сделать. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар представила подробный доклад о проблемах и перспективах развития туризма Абхазии. При имеющемся количестве объектов размещения, количестве обслуженных туристов и экскурсантов, можно здесь также утверждать теневой составляющей трудовой деятельности в отрасли. А также существует еще одна проблема нехватки среднеспециальных учебных заведений в Абхазии для подготовки квалифицированного линейного персонала. По данным 2023 года в Республике Абхазия 6 среднеспециальных учебных заведений. Количество выпускников составило в 2023 году 179 человек. При наличии почти уже 54 тысячи койко-мест на сегодняшний день у нас в Абхазии необходимо как минимум одних только горничных 5 тысяч человек. И не говоря уже об остальном линейном персонале. Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в республике, Линда Ампар назвала устаревшую нормативно-правовую базу, изношенность материально-технической инфраструктуры и другие. Высокая доля теневой составляющей отрасли, невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров и отсутствия опыта работы по международным стандартам. К сожалению, до сих пор сохраняются неблагоприятные условия пересечения российско-абхазской границы, но, как мы все знаем, эта проблема решается, и будем надеяться, что в ближайшее время будет решена.
и, к сожалению, сохраняется несоответствие цены и качества обслуживания. При представлении свод-анализа Линда Ампар отметила высокий ресурсный потенциал туристической сферы в Абхазии, высокую рентабельность, благоприятные климатические условия. Удобное местоположение туристских объектов, инвестиционная привлекательность и, конечно же, наш аэропорт, который введен в эксплуатацию. Процесс развития туристской отрасли в качестве значимой отрасли территориальной специализации в настоящее время возможен при реальной государственной поддержке, а также эффективном государственном регулировании. В завершении доклада были представлены также предложения по развитию сферы туризма республики. Например, углубление специализации и кооперации в работе туристических организаций. Обеспечение развития всех видов и форм туризма в Республике Абхазия. Также расширение международного сотрудничества. Кстати, нужно отметить, что Министерство туризма активно работает в этом направлении. Стимулирование создания материальной базы путем привлечения внутренних и внешних инвестиций. Эффективное и рациональное использование всех имеющихся ресурсов. Отчетная научно-практическая конференция в Абхазском государственном университете завершит работу 28 марта. Рада Чачава, Сосрикла Гухава, Абаза ТВ. Накануне в Сухуме под председательством Адгура Ардзинба прошло координационное совещание руководителей политических партий и общественных организаций, поддержавших кандидатуру Адгура Ардзинба и Алхаса Джинджоли на прошедших выборах президента. Принято решение об объединении всех указанных политических сил в единую политическую партию. Первый учредительный съезд будет проведен в ближайшее время. Союз интеллигенции Абхазии выражает серьезную обеспокоенность в связи с лишением известных общественных деятелей Абхазии и депутатов парламента Абхазии российского гражданства. Присуждением ряду абхазских журналистов статуса инагентов, а также с депортацией на 10 лет граждан Абхазии, включая молодого талантливого музыканта, лучшего выпускника Московской консерватории 2024 года. Союз интеллигенции призывает избранного президента, спикера парламента, исполняющего обязанности министра иностранных дел Абхазии, объяснить абхазскому обществу, какие меры ими были предприняты, принимаются, либо планируются в ответ на указанные события. Союз интеллигенции Абхазии выражает надежду, что в ходе срочных межправительственных консультаций досадное недоразумение в отношении добропорядочных граждан Абхазии, которые имеют заслуги перед страной и обществом, будет снято, и что никакие неоправданные действия в отношении их или других граждан Абхазии в дальнейшем предприниматься не будут. Представители посольства Абхазии посетили брифинг начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александра Осадчука. Брифинг посвящался вопросам подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2025», который пройдет в августе 2025 года в подмосковной Кубинке. На нем обсудили роль форума как ключевой площадки для диалога в сфере оборонных технологий и безопасности. На форуме ожидается участие более 800 представителей из разных стран, что свидетельствует о растущем интересе к сотрудничеству в военно-технической области. В посольстве Абхазии также считают важным укрепление международного партнерства в военно-технической сфере. МВД Республики Абхазия объявляет прием документов от кандидатов для поступления в высшие учебные заведения МВД Российской Федерации. За справками обращаться в Управление кадров МВД Республики Абхазия по адресу город Сухум, улица Академика Мара, 35. Контактный телефон +7 840 229 72 18. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Лейба Астан Русланович, 1975 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Гаделя Николай Николаевич, 1981 года рождения, проживающий в городе Чемчира, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Чалмаз Анри Владимирович, 1986 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Джарс
Басали Геннадий Романович, 1978 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Мачкалиди Артем Олегович, 1992 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Халбата Замат Артемович, 1997 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Карбащан Сергей Сергеевич, 1989 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Блаб Дмитрий Джонович, 1994 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Басари Эрик Вахтангович, 1977 года рождения, проживающий в городе Сухом, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Сакани Алхас Заурович, 1981 года рождения, проживающий в городе Сухом, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Бея Рамин Павлович, 1999 года рождения, проживающий в городе Гагра, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Ассоциацию силовых ведомств Республики Абхазия презентовали в Сухуми. Новая общественная организация «Ассоциация» объединяет сотрудников Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны МВД и МЧС. Главная задача организации – восстановление полного доверия к силовым структурам, органам обеспечения безопасности Абхазии, повышение авторитета людей в погонах, а также просветительская и образовательная деятельность. Какие еще задачи поставили перед собой абхазские силовики, объединившись в ассоциацию, в репортаже Марианы Котовой. Восстановление полного доверия к силовым структурам, органам обеспечения безопасности Абхазии и авторитета людей в погонах видит своей главной миссией новая общественная организация Ассоциации силовых ведомств Республики Абхазия. А реализовывать силовики эту задачу намерены с помощью множества просветительских и образовательных мероприятий. Для достижения уставной цели организации решает следующие основные задачи. Организации взаимодействия с органами государственной власти, формирование в обществе уважения к закону, правопорядку, повышение правовой культуры населения, совершенствование общего и профессионального юридического образования граждан, содействие повышения в общественном сознании престижа работы в правоохранительных органах, органах государственной безопасности и иных специальных служб, проведение курсов для молодежи, включающих основы тактики, стрельбы, первой медицинской помощи и выживания в экстремальных условиях. Организация летних лагерей для молодежи с программами по патриотическому воспитанию и физической подготовке. Проведение спортивных соревнований военно-прикладным видом спорта для повышения интереса в службе в армии. Как говорит председатель новой общественной организации, никаких политических мотивов ассоциация не преследует и будет заниматься исключительно общественной деятельностью. Каждый из нас имеет значительный опыт работы в силовых структурах, и мы считаем своим долгом применить накопленные знания в рамках нашей ассоциации, используя эффективные инструменты. Ассоциация силовых ведомств является общественной организацией и не преследует никаких политических целей. Тем не менее, мы заявляем о готовности поддержать и оказать профессиональное содействие в деле укрепления государственности и обеспечения стабильности в Абхазии. Помимо этого, мы планируем тесное сотрудничество с аналогичными структурами Российской Федерации, нашего стратегического союзника. У нас уже есть прочные контакты, и мы намерены их развивать, а также искать партнерство с дружественными органами в других странах для обмена опытом и повышения безопасности. Большое внимание в ассоциации намерены уделять детям и молодежи, давать им возможность освоить актуальные навыки, которые с учетом международной повестки могут пригодиться. Это оказание первой медицинской помощи, управление и борьба с беспилотными летательными аппаратами и многое другое, чему не учат в школе. Абхазия в силу определенных обстоятельств может оказаться в эпицентре столкновения интересов крупных и могущественных государств. В этой связи необходимо быть готовым к возможным конфликтам и искать пути их решения. На наш взгляд, единственным эффективным способом противодействия угрозам является объединение усилий на основе общих целей и ценностей. Необходимо воспитать поколение, способное к критическому мышлению, уважению и терпимости по отношению друг к другу. С древнейших времен у абхазов военная подготовка юношей
начиналась задолго до достижения совершеннолетия, с самых ранних лет. Следующая идея, которую мы считаем необходимым для реализации, которая, по нашему мнению, уже отстает, ее реализация на 3-4 года, это повсеместное распространение знаний и навыков, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Их нужно культивировать в детских садах, школах, вузах, училищах, кружках, компьютерных клубах и других образовательных учреждений. Это должно охватывать все аспекты конструирования, программирования и использования БПЛА. По словам главы Государственной службы охраны Дмитрия Атбар, сегодня важно показать, что сотрудник правоохранительных органов – это человек, заслуживающий доверия. Тот, кому можно и нужно обращаться в трудной ситуации, а не опасаться его. Без помощи общества сотрудники силовых структур не справятся. Мы тоже замечаем негативную тенденцию в том, что не нравятся какие-то те или иные принимаемые решения и касаемо борьбы с преступностью, и касаемо борьбы с ДТП на дорогах, пьяных людей за рулем. Поэтому если вы обширно будете проводить тренинги и будете объяснять людям то, что это только на благо идет и идет на благо того, что сохранилось наше общество и молодое поколение, это большой будет успех. По словам Дбара, служба госохраны может участвовать в реализации образовательных проектов, предоставляя территории для проведения лагерей, слетов, тренингов и других мероприятий ассоциации. Я думаю, что мы привлечем и гражданский ресурс, который поможет в этих мероприятиях, и никаких проблем не составит детей, ребят молодых и всех остальных перевести на ту же в Рицинскую дачу или еще куда-то, где государственные дачи есть, и никто в этом не откажет, что только были какие-то патриотические курсы, которые направлены на укрепление и здоровья даже молодых ребят, и навыков, которые Минобороны может хорошие тренинги проводить по подготовке первичной, и мы можем свой опыт передавать, поэтому не вижу никаких проблем в ресурсах. Все можно, если этого хотеть. У силовых ведомств сегодня достаточно ресурсов для реализации самых разных программ и проектов, уверен также министр внутренних дел Роберт Киут. У каждой из нашей организации есть соответствующие учебные заведения, в первую очередь, которые нам позволят на этих площадках проводить работу. И никакого дополнительного, финансового ресурса нам для этого не нужно. Была озвучена тема о том, чтобы проводить обучение, то есть на кадетском, уровне, на базе СВОКу. Мы такие же мероприятия мы имеем возможность проводить на базе Высшей школы милиции. Вы, главное, создавайте программы, а мы будем, насколько возможно, все вместе собираться и каждый по своему функционалу поможем. В Сочи есть такая организация «Юнармия». Ее, как говорится, руководство нам очень хорошо известно, мы с ними дружим. Мы как-то с Дмитрием Сергеевичем общались и задавались вопросами, что получили положительный ответ, чтобы наши дети имели возможность взаимодействовать. И, соответственно, в рамках вашей же ассоциации можно будет и эту тему тоже продвинуть. У нас летние лагеря есть, куда мы можем также поддоговориться и отправлять людей. А министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня считает, что для реализации проектов необходимо дополнительное финансирование. А еще лучше, по его мнению, если у силовиков появится общая база, где можно будет проводить все запланированные мероприятия. Конечно, финансирование это необходимо, если быть до конца откровенным. Без этого мы ничего не сможем сделать все вместе, потому что надо приглашать, надо проводить какие-то тренинги, надо проводить совместные учения. И в первую очередь, наверное, будет определенный план мероприятия на год, допустим, да, и обязательно должна быть какая-то общая база. У нас не хватает базы, где мы можем проводить учения, занятия и так далее, и так далее. Во всех странах, не говоря уже о Москве, там другие возможности, мы в Беларуси ездили, смотрели, насколько это база. База, которая охватывает все.
И, допустим, касаемо МЧС, касаемо МВД, касаемо все службы, скажем. Как рассказал глава ассоциации Баталагрба, разработка проекта учебного центра уже ведется. Задача этого центра следующая: подготовка молодежи от 12 до 15 лет. Это первая группа, это в летний период времени, непосредственно когда есть летние каникулы, и подростковый возраст от 20 до 35 лет. Задача этого центра, как мы видим, мы проводим над ним работу, будет заключаться в следующем: подготовка боевой части пользованием БПЛА. Мы видим, как сегодня реалии ведения боевых действий, специальной военной операции меняют вообще ход боевых действий, и применение с беспилотных летательных аппаратов имеет большое значение в боевых действиях. Ну, если хочешь меры, готовься к войне, как говорится, мы хотим быть готовым ко всем условиям, которые, не дай бог, могут произойти. Таким образом, абхазские силовики объединили усилия, опыт, знания и ресурсы для реализации задач, которые перед ними ставит время и общество. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. В Абхазском институте гуманитарных исследований 25 марта прошел вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения абхазского поэта-лирика, кавалера ордена Октября второй степени, народного поэта Абхазии, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля культуры Ружбе Эсмер. Памятное мероприятие собрало его коллег, друзей, родственников, деятелей науки и искусства. Убас аншиишас поэту Штуры хочу, зачем ты ракум кунзижи с хатороб рушбе хазрати посмыр, обснажил поэт. Срез хом уизен, вы убас хибас поэтенха. И с хвамта, а пантеонах наскяз газум, зазбохсуму арчею ду, из банза рушбей, смыр и пшиху хуются ража, рахшис, рыбжи, реинтонация, яспи антахиесна лассы очертынчивым. А поэт Лапчабад Хамбозерги вшал хоть далаху, ехепех доухат псахаркырат хабыхацра. Видеоверсию вечера памяти Ружбе Эсмер смотрите в нашем эфире в среду 26 марта. 25 марта 75 лет исполнилось бы абхазскому телережиссеру и оператору, кавалеру ордена Октября Амирану Гамге. Он был одним из тех, кто стоял у истоков становления национального телевидения. В период работы на абхазском телевидении Амиран Гамге проявил высокий профессионализм, внес значительный вклад в повышение художественного уровня информационных и литературно-драматических программ. Амиран Гамге был режиссером документальных фильмов по новеллам Михаила Лакраба. Я по профессии своей документалист. Более другого склада, приема, подхода. Но я пробовал снимать в те годы, когда вообще технического оснащения почти не было, можно сказать. Я одной камерой снимал, и даже в течение одного дня мои маленькие новеллы 20-минутные снял в течение одного дня. А работа моя первая в этом плане была «Ярей Ларей Рвезей». В переводе на русский «он, она и друг». О семье, они, когда муж и жена друг друга какие-то непонимания происходят. Это первая моя работа была. Кстати, дипломная работа моя была о Марине Эшба. Сохранилась эта работа? Эта работа не сохранилась, она на кинопленку была, и при штурме Сухуми или грузинами, занявшие территорию абхазского телевидения, она была уничтожена. Она мне не досталась, у меня никакой записи нет, если в институте не сохранилась. Многие телезрители, читатели не знают о традиции, культуре абхазского народа. Хорошо писал Миха Лакраба, абхазские новеллы.
Вот и цикл новелл можно было бы снять при хорошем финансировании. Сегодня мы более технически оснащены, можно было бы организовать съемку. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите проект памяти Амирана Гамги из архива Базар ТВ. 24 марта состоялось первое заседание комиссии по инвентаризации имущества государственного учреждения Пицунда-Мюссерский заповедник. Участники обсудили вопрос организации, инвентаризации и обеспечения режима особой охраны его территории. Речь шла о необходимости принятия решений по недопущению самовольного захвата участков территории заповедника, об установлении ограждений по всему периметру границ заповедника и привлечении правонарушителей к ответственности. В 2024 году по решению Кабинета министров были выделены более 15 миллионов рублей на приобретение ограждений протяженностью 3 километра. В настоящее время работы по установке ограждений продолжаются. Комиссии поручено осуществить контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории заповедника. Какие нейросети лучше всего генерируют фото и видео? Как правильно написать промпт и как отличить фото, созданное искусственным интеллектом, от настоящего, рассказали участникам тренингов «Спутник Абхазия». Тренинг для редакторов, журналистов и СММ-специалистов провела Анна Маркелова, редактор дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня». Подробнее Надежда Боровикова. Образовательный проект «Спутник Про» – это серия тренингов и мастер-классов для представителей медиа. Приглашенные эксперты рассказывают о производстве мультимедийного контента, о работе в социальных сетях, привлечении трафика на новостные ресурсы и многое другое. Первый в этом году тренинг посвящен использованию искусственного интеллекта для генерации фото и видео. Итак, нейросети, которые существуют наиболее популярные для создания иллюстраций. Leonardo AI – эта нейросеть очень удобная, поскольку имеет понятный интерфейс, интуитивно понятный, удобную регистрацию через Google аккаунт и определенное бесплатное количество генераций в сутки. Если хочется пользоваться ей без ограничений, то нужно оформить платную подписку. Следующая нейросеть – это DALL-E. Эта нейросеть, она работает через чат GPT. Но DALL-E, так же как и чат GPT, сейчас недоступен на территории Российской Федерации и, как я проверила, на территории Абхазии тоже. Midjourney – это нейросеть, в которой мы работаем на сайтах «Спутник». Мы ее выбрали за то, что она может делать очень детализированные, практически неотличимые от фотографий иллюстрации. И еще за достаточно широкий спектр возможностей, которые позволяют редактировать изображения. Благодаря развитию технологий нейроиллюстрации могут стать достойной заменой стоковым фотографиям. С помощью искусственного интеллекта можно создавать футуристичные иллюстрации, карикатуры или исторические реконструкции. Здесь перед вами пример исторической реконструкции. С сайта РИА Наука к нам пришел запрос сгенерировать иллюстрацию странствующего металлурга в бронзовом веке. Соответственно, нас консультировали на тему того, какой должен быть пейзаж, как должна выглядеть одежда этого металлурга, какие предметы он должен держать в руках. И основа была сгенерирована в Midjourney, но доработка уже была в фотошопе. Анна Маркелова рассказала о запретах в популярных нейросетях, например, на генерацию изображений с известными людьми или брендами, а также показала, как один и тот же запрос дает разный результат, если изменить настройки. Кроме того, участники тренинга узнали, как визуально отличить настоящее фото от созданного нейросетью и с помощью каких ресурсов можно проверить изображение на подлинность. AI-нот, он подходит для какой-то быстрой проверки, то есть если вам нужно просто и быстро проверить, сгенерированное ли изображение. ThinEye – это достаточно мощный детектор AI, и еще к тому же он мощный поисковик по изображению. То есть он поможет вам найти источник картинки и может сказать, с какой вероятностью это изображение было сгенерировано. Он полезен для выявления фейков и копий. Hive Moderation, он подходит для анализа изображений, видео и текста. И также он определяет то, создано ли изображение искусственным интеллектом.
подходит для профессионального использования. Первые два, они бесплатные, а третий, он требует платной подписки. Участники тренинга смогли опробовать новые инструменты и сгенерировать изображения в программе Midjourney. В результате за 5 минут получили по 4 варианта реалистичных фотографий большого корабля со счастливыми людьми в Абхазии, дельфинов в Черном море, абхазского князя Келешбея и осьминога, обнимающего землю щупальцами. Надежда Боровикова, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Павильон Абхазии на туристической выставке МИД-2025 в Москве пользовался огромной популярностью. Посетителей привлекали яркие цвета декораций, абхазский чай, мандарины, а также развлечения. Выступления детских ансамблей и музыкантов рассказала в эфире «Радио Спутник» эксперт в области туризма Белла Джинджоли. Многие участники выставки интересовались туристическими возможностями Абхазии, логистикой, маршрутами и активностями для путешественников. Кроме того, представители республики сами могли узнать больше о туристическом потенциале российских регионов и других стран. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 26 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное, будет понижаться. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 3,8, днем 13-18. Температура морской воды плюс 11. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.